Сегодня наша дорогая, любимая столица празднует день рождения. В честь этого мы хотим поинтересоваться у ребят, как они относятся к этому городу, с чем он у них ассоциируется и какие у них планы на него в ближайшее время. Привет, представься, пожалуйста. Хейерли Кич, mina Айдар булам. Супер. Как тебе вообще сегодняшний вечер? Бүгінгі кич бигрәк кызык, бик күп яңа кешеләр, танышулар. Шуңа күрә инде мин инде беренче ел йөрмимен, күбрәк булышабыз яшьләргә, адаптация үтәргә, аңлатабыз, ничек нәрсә бара, һәм бигрәк күңелле үтә. Ты знаешь, что у нашей столицы сегодня день рождения. Какими тремя словами ты можешь описать Москву? Энергия, возможности, метро. А это для тебя город больше наполняющий или опустошающий? Все это зависит на самом деле, чем вы занимаетесь. То есть он может быть и наполняющим, и опустошающим. Для меня лично он наполняющий. Вообще, в целом, на ближайшие 10 лет в Москве остаться или вернуться в родной город? Аны инде тормыш күрсәтер. Бу елны мин Мәскәүдә, ничек теге ел булыр, аны инде карарбыз. Как тебе сегодня атмосфера в штабе? Сегодня вот прям как никогда реально здорово, очень круто, и песни мне понравились, и блюда мне понравились, настроение у всех вообще зашибись. Согласна, мне тоже очень нравится. Ты давно вообще входишь в штаб татар? Почти 2 года уже. Почти 2 года. Сегодня у столицы день рождения. Какими тремя словами ты можешь описать Москву? Движение, скорость и развитие. Ты любишь Москву? Она для тебя больше наполняющая или опустошающая? Наверное, второй вариант ближе и чаще у меня в жизни случается, хотя бывает и то, и то. То и другое. Ты бы хотела остаться в Москве после того, как окончишь учебу, или вернуться домой? Но это сейчас прям актуальный реально вопрос, потому что я сейчас на перепутье, и конкретно в данный момент я почему-то хочу вернуться домой. Но, например, спроси ты меня месяца 2 назад, я бы сказала другое. У тебя сколько еще осталось учиться? 2,5 почти. Ну, я думаю, еще 500 раз поменяется. Но, возможно, ты вернешься все-таки домой. Вообще, вы любите Москву? Нет. Да. Какими тремя словами вы можете описать Москву? Грандиозность. Отсутствие магазинов, наверное, продуктовых. База. И лично я за пару недель в Москве уже 2 раза заболел, поэтому много вирусов. Ты только недавно переехал в Москву? Да. Ну вот первый курс. Понятно. Кстати, лучшего меда России и Пироговского университета. Вот. Российский национальный исследовательский университет имени Николая Ивановича Пирогова. Я тоже хочу обозначить свою позицию. Я студент главного аграрного вуза России. Москву я опишу 3 словами, такими как, наверное, новая, новая, современная, дорогая, ну и быстрая. Ты знаешь, что у нашей столицы в эти выходные день рождения. Расскажи, какими 3 словами ты можешь описать Москву? Большая, суматошная, яркая. Ярко, хорошо. А ты любишь этот город? Во всем есть и плюсы, и минусы, можно так скажу. В эти выходные у нашей столицы день рождения. Ты была на каком-нибудь мероприятии уже? Ну, вообще, по городу проводится много концертов, на каких-то из них я была, присутствовала, слушала. Здорово. Ну как, тебе понравилось? Да. А какими 3 словами ты можешь описать Москву? Большая, красивая и перспективная. Супер, согласна. А вообще, тебе очень нравится этот город или как? Нравится, но я постепенно начинаю только вникать, чувствовать атмосферу города. Думаю, совсем скоро, и он станет мне очень родным. Ты сейчас учишься? Да. А после учебы ты хотела бы вернуться домой или остаться в Москве? Это пока под вопросом. Как получится. Какими 3 словами ты опишешь Москву? Лидерство среди всех городов России, развитие, потому что в основном сюда люди приходят, чтобы достичь чего-то большего, чего, к сожалению, могут не позволить их родные города, потому что они все бывают по-разному развиты. И, наверное, красота, потому что, особенно в последнее время, достаточно много появилось современных зданий и всяких достопримечательностей, которые прям поражают. Подписываюсь под каждым словом. В целом, как тебе Москва? Ты любишь этот город? Это все-таки город, который тебя наполняет или наоборот опустошает? Ну, все-таки больше всего я люблю все равно город Казань. А насчет Москвы, мне этот город тоже достаточно очень сильно нравится, и я очень рад, что именно сюда я приехал учиться. А вообще, как планируешь после выпуска остаться в Москве или вернуться в свой родной город?
Но для начала точно вернуться в родной город, чтобы увидеться с родителями, увидеться с друзьями, потому что я по ним уже очень сильно скучаю. А далее либо в Москву, возможно, вообще в другой город, может, в другую страну, пока что не знаю. Это еще неизвестно. Вообще район, в котором я живу, очень даже хороший. Около метро Конькова, как раз где находится лучший мед Российской Федерации. Вот. Там и парков много, и магазинов достаточно, как бы, и метро все рядом. То есть несколько станций прямо вокруг. А в целом Москва, во-первых, очень большие расстояния, прям огромные. Доехать до какого-то нужного магазина может 40 минут занимать. Вот. И, как я сказал, продуктовых очень мало. То есть, особенно в центре прям вообще. В центре с этим, Да. Я не говорил, что мне Москва не нравится. Ладно. Расскажи тогда, чем она тебе нравится. Ну, много возможностей и большие пространства. Понятно. А вот вы говорите, что ты недавно приехал, да? Значит, ты в штабе впервые или какой раз? Второй раз. Второй раз. Можешь поделиться впечатлением? Да. Как сказала моя знакомая с 4-го курса Пирогова, что впервые действительно татаркой она почувствовала себя только в Москве. Благодаря как раз вот всему этому сообществу татарскому, штабу татар в частности. Вот. Очень атмосферно. А ты который раз? Я первый раз. Первый раз. Тоже поделись впечатлением. Пока впечатлений не так много, чтобы ими делиться, но скажу одно, мне все нравится. Меня зовут Айдар, мне 21 год. Вот, я не первый раз в штабе. И помню, в прошлый раз тоже давал такое мини-интервью, но я его нигде не увидел. Может быть, я плохо говорил, либо еще не публиковали, не знаю. В этот раз мы тебе лично его скинем. Скажи, пожалуйста, как тебе вообще атмосфера в штабе? Ну, атмосфера в штабе всегда классическая. Она всегда такая же, как всегда, веселая, радостная, позитивная. Много людей, много новых людей, что тоже классическая история для штаба. Приходят новые первокурсники. Замечаю такую тенденцию, что в этом году много медиков. В прошлом году тоже, но в этот раз активнее намного. Все хорошие университеты, много ребят. Вы же вон с флагом Татарстана уже фотографируются. Надо будет к ним присоединиться, да. А расскажи, пожалуйста, откуда ты? Я из Волгоградской области, из поселка Ильтон, я там родился. Вот. Ну, поступил в университет в Москву и теперь здесь нахожусь. Как ты знаешь, Москва в эти выходные празднует день рождения. Ты уже что-нибудь успел посетить? Да, вот, ну, самые активные мероприятия все-таки были вчера в Лужниках и на Поклонной горе. Я успел к концу на выступление Сергея Лазарева. Сергей Лазарева, да, ну, аж любимец публики эстрады, мне тоже нравится его творчество. Вот, подпевал ему все его песни, было весело, круто, но мало, потому что до него выступила какая-то, ну, группа, плюс-минус известная, не буду объявлять, потому что не особо хорошие впечатления, потому что песен у них популярных нету, но пели они 1,5 часа, а после этого вышел Лазарев, спел 5 песен и ушел. И он был в самом конце, все люди пришли только на него, ждали, и этим артистам в конце кричали «Лазарев, Лазарев», думаю, им было неприятно, но есть как есть. Какими 3 словами ты можешь описать Москву? Москва – это красота, дружба, можно тоже сказать, и скорость. Но я уверен, что Москва мой город, подходит мне как эмоционально, так и целеполагание, такой же и ритм жизни, абсолютно совпадающий с моим. Как развивается Москва под руководством Сергея Семеновича, так стараюсь я подстраиваться под его ритм работы, его ритм жизни. Я люблю быстроту, скорость, оперативность действий. И самое приятное, что стоит отметить, раз город, если праздник города-героя Москва, то, что в Москве всегда можно сделать все, что угодно в любое время. Не во всех городах Европы так, нежели говорить о мире в целом. Ты можешь в 2 часа ночи, если у тебя сломался холодильник, вызвать мастера, и тебе починит его. Или захотел поставить унитаз в 4 часа утра, и тебе его приведут и сделают, если у тебя, конечно, есть деньги. Но для Москвы классическая история, что они есть. Согласна, Москва в этом плане сильно балует. После Москвы где-то жить очень тяжело. Так вот, ты бы хотел вернуться в свой город или остаться в Москве после окончания учебы? Здесь, конечно, хотелось бы ответить, что я люблю свой город также, но прерогатива все-таки остается на Москву, потому что красота, скорость и дружба побеждают. Я уже здесь адаптировался, да.
вами была Настя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, лайки. И, конечно же, приходите в наш Татар, мы вас очень-очень ждем.